Добрый день, дорогие друзья. С вами менеджер по продуктовой коммуникации Наталья Раткевич. И я предлагаю вам, начав с сегодняшнего дня, погрузиться в невероятно интересную и очень полезную тему кожи и ухода за кожей. Ну, конечно же, мы будем прежде всего говорить про кожу лица. Почему вы должны уделить внимание этому обучению? Ну, я думаю, что самая главная причина — это желание абсолютно всех женщин на Земле как можно дольше выглядеть молодо и ухоженно и красиво. И за это в первую очередь отвечает кожа и ее состояние. Абсолютно точно, что можно в любом возрасте иметь красивую ухоженную кожу. Это не значит, что вы не будете стареть, это не значит, что у вас на коже не будут появляться морщины. Все это будет, но будет более мягко, сглажено, не так заметно и в любом возрасте, и в 40, и в 50, и в 60, и в 70, до конца своей жизни вы будете выглядеть лучше, чем ваши сверстницы, будете чувствовать себя более уверенно. И, конечно же, вот эта вот внешняя привлекательность вашей кожи будет поднимать вам настроение и вселять уверенность в себе. А, Поэтому предлагаю усесться поудобнее и поговорить о том, как помочь своей коже, как поддержать ее, от чего зависят процессы старения. То есть очень многие интересные темы мы узнаем за эти несколько дней. Конечно же, в конце каждого занятия вы будете получать домашнее задание, которое тоже прежде всего нужно вам самим, потому что будет учить вас полезным навыкам по уходу за кожей. Ну что же, друзья, давайте будем начинать. И начнем мы сегодняшний день с разговора о том, почему мы рекомендуем вам и вашим знакомым для ухода за кожей в домашних условиях выбирать продукты бренда Siberian Wellness. Что же уникального есть в средствах по уходу за кожей именно этого бренда? Ну что ж, давайте посмотрим на эти факты гордости, которые есть в в наших руках, в наших знаниях, и мы можем ими пользоваться. Компании 27 год, и наша компания с самого начала выбрала для себя путь максимального использования растительных экстрактов и очень интересных растений, многие из которых родом с Сибири и Дальнего Востока. Можно сказать, что нашей лаборатории более 150 миллионов лет. Да, это значит, что мы используем самые сильно действующие, эффективные растения, которые только есть на планете Земля на сегодняшний день. То есть компания старается по максимуму использовать натуральное растительное сырье, которое в изобилии есть и в России, в Сибири, и в других странах нашей планеты. А, Второе, что мы выбрали для себя, да, помимо натуральности использования растений, растительного сырья, это отказ от потенциально опасных средств. То есть мы используем только те компоненты в составе наших средств, которые абсолютно точно не могут принести вреда ни одному человеку, который будет пользоваться этими продуктами. То есть мы абсолютно осознанно не используем в наших средствах сульфатов, фталатов, парабенов, минеральных масел и многих других опасных ингредиентов. При этом наши средства очень любят женщины в разных странах мира. Наша компания представлена в порядка 60 странах мира, и женщины довольны и видят результат. Поэтому для нас очень важно, чтобы средства были эффективными. И для того, чтобы получить, да, гарантию того, что средства эффективны, мы проводим клинические, потребительские тесты. И мы сейчас подробнее еще поговорим о том, какие виды тестов проводятся нашей компанией, нашим брендом. И, конечно же, очень важно, чтобы каждый человек, который обращается к нам и хочет найти для себя, для своей кожи, для своего возраста подходящие средства, находил все необходимое для себя. То есть это индивидуальный подход, который может обеспечить именно такой вид построения бизнеса, как сетевой маркетинг. То есть когда вы, а, получая знания от экспертов компании, затем передаете эти знания своим знакомым, людям, которых вы приглашаете присоединиться в свои команды.
есть это гораздо глубже, чем консультации, которые можно получить в магазине, потому что в магазине, да, много людей заходят и выходят в течение дня, поэтому продавцам, консультантам все равно, вернутся они или нет. Мы же заинтересованы в каждом человеке, поэтому мы стараемся услышать, что хочет женщина, приходя к нам, чего она хочет от косметики, какие запросы есть у нее. И, конечно же, мы стараемся помочь ей сориентироваться и порекомендовать наилучшие, максимально эффективные средства, которые решат ее проблемы. Для того, чтобы она была довольна, для того, чтобы она преобразилась, для того, чтобы она оставалась с нами. Поэтому мы используем по максимуму натуральных компонентов, мы используем новейшие разработки в области косметологии, которые делают нашу продукцию максимально эффективной. Мы доказываем, что она эффективна, проводя всевозможные тесты и одного ингредиента, и комплекс ингредиентов, и полностью всю формулу мы обязательно исследуем и тестируем. И, конечно же, это индивидуальный подход, который обеспечивают наши партнеры бренда в разных уголках мира, консультируя всех людей, которые обращаются за помощью и с желанием приобрести для себя какой-то продукт бренда. А, Это то, что, в общем-то, только что я сказала, да, но, может быть, более наглядно, потому что поддержано еще и картинками. Более 25 лет исследований, ну, 27-й год, да, идет нашей компании, поэтому она не новичок в косметической индустрии, имеет уже колоссальный опыт и собственные наработки. Каждый год мы проводим клинические потребительские тесты с участием добровольцев. Используем ингредиенты, которые себя зарекомендовали, а также все время находимся в поиске новых ингредиентов, которые будут максимально эффективны, потому что наука не стоит на месте, и мы хотим, чтобы наши антивозрастные серии были все более эффективны, приносили свой результат и замедляли старение вашей кожи. И, конечно же, это стандарты, мы абсолютно уверены в качестве сырья и в том, что наши производственные комплексы имеют нужную сертификацию, то есть это производство безопасно и максимально эффективно. Это подтверждают такие стандарты, как, например, стандарт GMP. Если говорить про тесты и заявленные свойства продуктов, то мы проводим 4 вида тестов, чтобы вы в них разбирались. Смотрите. Первый вид тестов проходит вся продукция, которая контактирует с кожей. Это так называемые дерматологические тесты. То есть они подтверждают отсутствие аллергических реакций, когда средства контактируют и взаимодействуют с кожей. То есть тест на безопасность самый простой и обязательный для любого продукта. Дальше мы обязательно используем потребительское тестирование. Это группы добровольцев, которые исследуют наши средства, дают свою обратную связь. И, кстати, я регулярно вхожу в эту группу добровольцев, и мне повезло в силу моей профессиональной деятельности также пробовать на себе новые средства, которые только разрабатываются компанией, и также давать свою обратную связь бренд-менеджерам. И это здорово, да, знать, что входит в продукт, знать, как он ведет себя на коже, и также влиять на тот ассортимент, который компания предлагает своим консультантам. То есть даже мы, сотрудники, также участвуем и голосуем за наиболее понравившиеся продукты. И мы также используем их для себя и для поддержания молодости своей кожи. И клинические исследования. Это исследования максимально точные, потому что проводятся они на высокоточной аппаратуре, которая замеряет глубину морщин, ширину морщин. И эти клинические исследования проводятся в разных лабораториях, с которыми мы сотрудничаем, с поставщиками мы сотрудничаем, они также проводят свои тесты. Итого 4 вида тестов: дерматологический на отсутствие аллергической реакции, потребительское мнение, клиническое исследование в лабораториях и тестирование, которое проводят поставщики сырья для того, чтобы обратить внимание косметических компаний и продемонстрировать эффективность их разработок. Но также для нас остается главным правилом не тестировать продукцию на животных. И более того, друзья, мы даже иногда
не можем включить какой-то продукт привести его в страну, если он должен в стране обязательно пройти тестирование на животных. Мы предпочитаем не ввозить его в таком случае, но не нарушаем этот единожды выбранный для нас принцип. Вы знаете, что мы не только не вредим животным, но и стараемся всячески им помогать. Наши волонтерские инициативы, да, и помощь, и ваша в том числе помощь редким исчезающим видам подтверждает наши добрые намерения на этой планете. И, конечно же, мы не хотим вредить животным, поэтому не тестируем свою продукцию на них. И это для нас очень важно, принципиально важно. Как же происходит получение продукта? Первое, что нужно, это узнать, что продукт будет интересен. И это сложный процесс, друзья, потому что это нужно знать за несколько лет вперед. Поэтому существуют специальные компании, которые проводят социологические исследования, опросы людей на улицах, таких как мы с вами, для того, чтобы знать, чего они хотят, какую косметику они хотят, какие проблемы они хотят решить при помощи косметики. Как только мы узнаем о трендах, существующих на современном рынке, ну, например, тренд анти-эйдж, антивозрастной, он был и будет популярен, наверное, бесконечно. Пока не изобретено лекарство от старости. Пока мы стареем, будут интересны средства, замедляющие процессы старения. Поэтому этот тренд все время очень и очень актуален. После того, как мы выбрали для себя тренд, который нам интересен, мужская косметика, антивозрастная косметика, осветляющая косметика, косметика от проблем, от высыпаний. То есть после того, как мы выбрали направление, мы начинаем разрабатывать концепцию и затем только производить продукт, причем часто используя свои собственные производственные мощности. У нас есть своя лаборатория красоты, и вот разработка формул и как бы тестирование, использование активных ингредиентов проводится задолго до того, как продукт попадает на рынок. То есть мы внимательно изучаем активные ингредиенты, составляем формулы в своей собственной лаборатории красоты. И как только у нас появляется новая технология, мы начинаем работать над полным составом и затем уже над массовым производством продукта. После того, как найдена формула, проводится тестирование. Это те самые тесты, о которых я вам только что рассказала. Да? То есть формула должна пройти испытания на безопасность и на эффективность, и она должна подтвердить заявленные свойства, которые мы хотим получить от продукта. Это оценка добровольцев, это исследования также в лаборатории, дерматологические тесты. И мы еще раз задумываемся над тем, соответствует ли продукт заявленным свойствам, чтобы наши средства были максимально эффективны. После того, как продукт подтвердил оказанное ему высокое доверие, он начинает производиться на наших производственных комплексах. Это касается и продукции биологически активной добавки, и косметика, и парфюмерия. Все категории наших продуктов, они соответствуют стандартам качества и производятся на нашем собственном производстве чаще всего. И готовая продукция затем уже поступает в так называемые ЦОКи, да, в распределительные центры, где можно приобрести их, и уже из этих ЦОКов поступает в руки консультантов и потребителей. Вот такой непростой путь. То есть можно сказать, что продукт, который вы держите в руках, это всегда вершина айсберга. За ним скрывается огромная работа большого количества людей, которые хотят, чтобы эти средства вам нравились и максимально подходили. Ну что ж, предлагаю вам сейчас погрузиться в строение кожи. Это тоже очень важная информация, потому что, не зная ничего о строении, к сожалению, невозможно замедлять процессы старения. Да, и вы не будете знать, для чего нужен тот или иной косметический продукт. Если же вы будете разбираться в строении кожи, ну, на простом базовом уровне, я обещаю, что вам это не будет слишком глубокой информации, вы все поймете, потому что это еще и будет поддержано интересными картиночками. Ну, первый вопрос, друзья, для чего же нам нужна кожа? Кожа — это очень важно. Это наш защитный орган.
Да, это орган, самый крупный, который есть у человека. Вес его примерно 5 килограмм в среднем. И продолжительность кожи, если ее снять и развернуть, да, где-то будет 2,5 квадратных метра. А, И это скафандр. Можно сказать, что кожа — это скафандр, который дан нам природой, чтобы защитить нас от агрессии внешнего мира. От бактерий и микробов, от перепадов температур, от солнечного излучения, от пыли и грязи, от многого-многого того, что встречает нас в окружающем мире, нас защищает кожа. Именно поэтому мы живем долго и счастливо. Спасибо нашей коже. Поэтому главная ее функция — это защитная. Она защищает нас от ультрафиолета, она защищает от бактерий, вирусов, она защищает от перепадов температуры и от жары. Да, что происходит? У нас происходит терморегуляция. Когда нам жарко, через нашу кожу выделяется пот. Да, таким образом охлаждается наш организм. Когда нам холодно, поры сосуды все сужается, чтобы удержать внутри тепло и поддерживать нужную для нашей жизнедеятельности температуру. А, Поэтому кожа, если она не повреждена, она еще и помогает нам удерживать влагу. Очень ценный ресурс для нас, потому что мы рождаемся очень водянистыми. Младенец больше, чем на 80%, даже на 86% состоит из воды. Но когда мы становимся старше, мы теряем эту ценную влагу. То есть можно сказать, что старость — это сухость. Поэтому одна из задач кожи удержать влагу, и мы поддерживаем эту функцию кожи, в том числе при помощи косметики, стараясь запереть эту влагу, не давая ей испаряться из нашего организма. Поэтому кожа, спасибо ей, это защита, и благодаря тому, что она обновляется, все эти царапинки и порезы, и ожоги, которые мы получаем в течение жизни, они нас не портят, не уродуют, и они практически незаметны. Кожа — один из немногих органов, может обновляться. Это почти как хвост у ящерицы, но только постепенно и не так заметно. Поэтому мы с вами сохраняем приятный внешний вид до глубокой старости. Если посмотреть на строение кожи, то она состоит из 3 слоев. Можно сравнить с пирожным макарони. Вы наверняка такое слышали, да, там 3 основных слоя. Вот так и наша кожа. У нее есть 3 основных слоя: эпидермис, дерма и гиподерма или подкожно-жировая клетчатка. Все слои кожи имеют, в свою очередь, тоже строение слоистое. Каждый слой также состоит из своих там подслоев. Например, эпидермис состоит из 5 слоев. Вот. Но глобально, да, это вот 3 таких важных составляющих нашей кожи. В каждом проходят свои процессы. Каждый слой имеет свою толщину. И толщина эта разная в зависимости от места. Да, например, на локтях будет одна толщина кожи, на животе другая толщина кожи. Все зависит от того, какую функцию выполняет этот участок. Ну, если посмотреть на эпидермис, то можно сказать, что это клеточная фабрика. И клетки здесь производятся в самом нижнем слое базальном — это еще живые клетки, у которых есть ядра. Они поднимаются на поверхность, да, проходят через 5 слоев, и самый верхний слой, который мы видим друг перед другом, вот так вот он сейчас увеличен у вас на слайде, это роговой слой. Он уже полностью состоит из мертвых клеток, которые плотно прилегают друг к другу, как черепица на крыше. Постепенно эти мертвые клетки отшелушиваются. И этот процесс от появления клетки до ее отшелушивания составляет примерно 28 дней у молодой кожи. Чем старше мы становимся, тем медленнее этот процесс. В возрасте около 40 лет кожа уже обновляется за 2 месяца, в возрасте 60 лет за 3 месяца. Поэтому чем старше мы становимся, тем дольше нам нужно ждать, чтобы увидеть результат от работы косметических средств. И это важно помнить. Дело не в том, что средства слабеют. Нет, наша кожа медленнее воспринимает их, медленнее обновляется. Поэтому до нее сложнее достучаться. И одной из задач антивозрастного ухода будет ускорять этот клеточный обмен. Но запоминайте, да, что эпидермис — это клеточная фабрика. Он постоянно, без выходных и праздников производит новые клетки для того, чтобы кожа выглядела эстетично. Более глубокий слой, второй, это дерма. Ее можно сравнить с водно-пружинным матрасом. То есть именно в дерме, в глубоком слое кожи, главные клетки, вот такие вот они, похожие, да, на таких матрешечек, это фибробласты. Они производят ценные, самые ценные для нас
компоненты — это коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту. То есть вот это пружинки, матраса нашего — это коллаген и эластин. Вот это водное содержимое, да, где вот в виде геля как бы представлено, что дает нам такую плотность и упругость — это гиалуроновая кислота. Именно клетки фибробласты способствуют выработке коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты. То есть, очень важно, чтобы их вырабатывалось достаточно, чтобы кожа сохраняла свою плотность. Если она растягивалась, да, как бы там от улыбки, чтобы при сокращении на ней не образовывались новые морщины. То есть в молодости фибробласты очень активны, они много вырабатывают коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, поэтому кожа очень упругая. Чем старше мы становимся, тем более вялыми становятся фибробласты, они уже не так трудоспособны, да, они более ленивы, и их нужно стимулировать. Поэтому одна из задач косметики — передать сигнал фибробластам, чтобы они не ленились, продолжали вырабатывать коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту. Ну и третий слой кожи, да, вот так вот выглядит сравнение с матрасом. То есть если у нас молодая кожа, то дерма, у нее как новенький матрас, сели, легли, 100 килограмм вес, да, встали, следов не остается. Наш матрас ровный, упругий, хорошо удерживает наш вес. Чем старше мы становимся, да, тем больше наш матрас напоминает уже такой видавший виды, на нем уже есть какие-то выпуклости, трещинки, впадинки. То есть когда недостаток коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты, да, это, к сожалению, влияет на внешний вид нашей кожи, она становится похожа на старый матрас. Ну и гиподерма, подкожно-жировая клетчатка, жир. Многие женщины считают, что этот слой — это враг, но на самом деле это не так. Гиподерма тоже играет очень важную роль. Это и кладовая запасов энергии, в ней также удерживаются некоторые жирорастворимые витамины в небольшом количестве. Она позволяет женщинам быть фертильными, потому что при помощи жировых клеток вырабатываются нужные нам половые гормоны. Это защита внутренних органов. Во время ходьбы, да, всем внутренние органы бы наши все время, может быть, стукались даже друг от друга, но жировая ткань удерживает их в нужном положении. При падении, да, мы опять же не ломаем себе все сразу, а частично нас спасает наша подкожно-жировая клетчатка. Ну и, конечно же, она согревает нас в холодное время, и она отвечает за вот эти вот, да, такие пухлые щечки, за красивые женственные формы, потому что грудь, попа и бедра — это тоже прежде всего подкожно-жировая клетчатка. Поэтому это нужный нам слой кожи. На что же он влияет в лице? А, Важно придерживаться оптимального веса даже в возрасте, для того, чтобы ваши жировые пакеты не были слишком большими, потому что с возрастом под воздействием силы тяжести они начинают оплывать. Ослабляется вот эта вот поддержка из коллагена и эластина, и щечки, которые тоже являются жировой тканью, они потихоньку начинают сползать, утяжеляя лицо, давая второй подбородок. Точно так же жировая ткань есть, например, в веках. Верхние веки тоже начинают обвисать под воздействием силы тяжести. Поэтому важно следить за весом, да, и помнить, что нужно укреплять вот этот вот каркас из волокон, коллагена и эластина. Использовать косметику, которая будет способствовать уплотнению кожи. Это все, что я хотела вам рассказать на сегодня. Не забудьте, что вас также ожидает домашнее задание. До встречи завтра!